Здравствуйте! На телеканале ТУВА-24 время вечерних новостей. И сегодня с вами я, Александра Тур. О самых важных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Главный финансовый документ республики. Прошли публичные слушания бюджета на 2023 год. При какой температуре воздуха зимой школьники остаются дома? И расскажем, как прошел урок цифр в Тувинском кадетском корпусе. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Тувы Владислава Хавалыга орденом Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие Республики Тыва. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В региональном правительстве прошли публичные слушания по республиканскому бюджету на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. В обсуждении главного финансового документа республики приняли участие депутаты, члены республиканского правительства, руководители муниципалитетов и представители общественных организаций региона. Тему продолжит наш корреспондент. Страна переживает непростое время. Безусловно, что на экономике страны сказываются финансовые, политические и иные ограничения, введенные странами Запада. Что касается бюджета нашей республики, то он сохранил свою социальную направленность. Поддержка малого и среднего предпринимательства – это вопросы, открытия новых рабочих мест. Мы много говорим, уважаемые коллеги, о том, чтобы в наших муниципальных районах все-таки ежегодно смотрели, подводили итоги по увеличению налогооблагаемой базы, по увеличению новых рабочих мест. И над этим мы много раз об этом договаривались. И в этом году, надеюсь, что и Министерство финансов все-таки представит нам итоги. Общий бюджет расходов на 2023 год прогнозируется в сумме 56 миллиардов 400 миллионов рублей. 70% бюджета запланировано на социальные расходы. Это образование, здравоохранение и социальная защита. Главой Тувы Владиславом Хавалыгом была поставлена задача обеспечить социальные выплаты – пенсии, пособия, стипендии и иные социальные расходы. У нас бюджет 70% уходит не туда, но все равно мы оставляем на развитие республики. Вы знаете, на сегодняшний день усилиями правительства, главы республики финансовые средства защищаются и на дорожное строительство, и на строительство жилья, на строительство социальных объектов, и на капитальный ремонт наших школ. Там, для примера могу сказать, это будет отремонтировано 13 капитальных наших школ. Вот сегодня мы воочию видим, в каких хороших условиях наши дети сейчас учатся в капитально отремонтированных школах. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года в республике будет организовано производство строительных материалов. В 2023-м капитальные вложения направят на строительство 9 школ, 3 из которых построят в Кызыле. Все расходы по выполнению государственных и муниципальных полномочий они предусмотрены в городском бюджете. И в первую очередь это у нас заработная плата учителей, воспитателей. И они в полном объеме предусмотрены в бюджете следующего года. Продолжится и строительство домов для детей-сирот. В проекте бюджета учтены все стратегически важные направления по развитию муниципалитетов. К примеру, в Кахемском районе строится немало социальных объектов. Продолжается работа по реализации губернаторских проектов. Продолжается строительство социальных объектов, такие как детские сады, школы. У нас в селе Иржей планируется на конец этого месяца сдача детского сада. Это очень важный шаг. Строительство там не проходило более 50 лет. В муниципалитетах активно ведется работа по проектно-сметной документации. Так, в Тандынском районе планируется строительство новых социальных объектов. Мы воспользовались этой программой и разработали проектно-сметную документацию на 3 объектах. Это привязка проекта ясли-сада в селе Балазин на 160 мест. И сейчас идет проектирование, привязка проекта в селе Турген, тоже проекта на 160 мест. И также привязка проекта сельского дома культуры в селе Пайхак.
Государственная поддержка продолжится во всех отраслях экономики. Планируется рост продукции животноводства, промышленного производства, строительства жилья, объектов здравоохранения, образования и культуры. Все предложения, поступившие во время публичных слушаний проекта бюджета, будут рассмотрены Комитетом по бюджету Верховного Хурала Республики. Далее их рассмотрят депутаты парламента. В среду в Верховном Хурале в 10 часов состоится первое чтение проекта бюджета. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Айдана Санденма, телеканал ТУВА-24. В целях всесторонней помощи семьям с детьми по инициативе главы Тувы при поддержке Министерства труда и социальной политики теперь в республике будет работать «Мой семейный центр». О том, какие государственные услуги будут предоставляться и кто может обращаться, в материале далее. В Туве запустили пилотный проект «Мой семейный центр», в котором будут оказывать помощь семьям с детьми по вопросам разной направленности – оформление пособий, компенсации, бизнес, здоровье. Такие центры уже работают в соседних регионах и показали свою эффективность и результативность. В данное время мы начали с диспетчерской. Тут будут решать вопросы и юридические вопросы, и психологические вопросы, и вопросы семьи и детей, которые будут обращаться, они будут взяты все на проработку. То есть человек, который, попав сюда в виде одного окна, он должен уйти с ответом. Проект семейных многофункциональных центров в России был запущен в апреле 2022 года. Тогда в число пилотных проектов вошли 8 регионов страны. Республика Тува не вошла. Тем не менее, результативность и эффективность социального проекта на примере работы в соседних регионах показала необходимость создания семейного центра и в нашей республике. Заключается в том, чтобы все семьи, которые имеют детей, в том числе и детей-инвалидов, могут обращаться в наш семейный центр. Детские пособия здесь могут спросить, также очередь детские сады могут, также предоставление санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов. И главное, там еще у нас психологическая помощь будет оказываться семье. Комната психологической разгрузки в Туве – новинка. Не в каждом центре имеются подобные кабинеты. Специалисты Минтруда отмечают важность психологической помощи для семей с несовершеннолетними детьми. В рамках объединенного республиканского штаба открыли вот этот кабинет. Мы работаем в формате клуба. Групповая форма работы у нас очень хорошо идет, но из-за стесненности мы здесь пока что не можем, поэтому во Дворце молодежи на 2-м этаже у нас каждое воскресенье проходят релаксационные мероприятия, йога, гимнастика, там с элементами танца. На сегодня в отделении «Мой семейный центр» работает отдел первичного приема семейной диспетчерской, где каждая семья, имеющая ребенка, получит ответы на все интересующие вопросы. Имеется отдел социального сопровождения, социально-правового сопровождения, экстренной психологической помощи по телефону доверия. В ближайшем будущем состоится подписание соглашения с различными ведомствами, по условиям которого будет создаваться единая база семьи. Центр работает по адресу город Кызыл, улица Калинина, 1Б. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Айдана Санденма, ТУВА-24. Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. У физических лиц осталось несколько дней, чтобы погасить задолженности. 1 декабря завершается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц. Всем собственникам земельных участков, гаражей, квартир, домов, транспортных средств необходимо заплатить имущественные налоги за 2021 год. В целом по Республике Тыва начисленная сумма имущественных налогов составила 296 миллионов рублей. Из них на сегодня поступило 176 миллионов. К тому же у граждан имеется налоговая задолженность за предыдущие налоговые периоды. Это порядка 160 миллионов рублей. Оплатить имущественные налоги можно через личный кабинет налогоплательщика на портале госуслуг по УИИН, через интернет-банк или лично в банковском отделении по реквизитам из уведомления. Имущественные налоги формируют местные региональные бюджеты и являются основой для социальных программ. Если все граждане своевременно, в полном объеме, добровольно исполнят свою конституционную обязанность по уплате имущественных налогов, бюджет республики сможет выполнять свои социальные обязательства. Это и выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, и строительство новых садов, детских школ, домов культуры, спортивных комплексов. Несмотря на то, что в республике есть неплательщики, многие
Теперь граждане всегда помнят о своей обязанности. Я сегодня вот оплатила земельного платежа. До 1 числа все жители должны оплатить налоговые платежи. Я бы хотела, наверное, пожелать жителям, чтобы они не оставались в долгах перед государством. Это, наверное, основной наш долг. Чтобы мы оплачивали налоги вовремя. Ну и коммунальные, соответственно, все это вместе. Чтобы в Новый год мы вступили уже без долгов, с новыми силами до 1 числа. Если своевременно не оплатить налоги, то начиная со 2 декабря 2022 года будут начисляться пени. Сумма долга будет увеличиваться. Кроме того, неуплата налогов грозит и более серьезными санкциями. Сумма долга может быть взыскана в судебном порядке. Алтын Айсая, Буян Оюн, Софья Сая, Тува 24. Всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифры» проводится с 2018 года. В Тувинском кадетском корпусе уроки цифры организуют представители Министерства образования Тувы. В России с начала 2022 года по поручению президента страны Владимира Путина IT-отрасль активно поддерживается для ускоренного развития. К примеру, IT-специалисты могут получить льготную ипотеку, отсрочку от армии или обнуление налога на прибыль. Примечательно, что и доходы у IT-специалистов выше среднего по России. Также есть возможность обучаться за счет государства. Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Тема сегодняшнего урока – видеотехнологии. На этом уроке дети рассматривают такие темы, как создаются видео, какого формата они бывают. Есть нейронные сети, нейросети, искусственный интеллект, относящиеся к видеотехнологиям. Окунуться в цифровую сферу могут школьники с 1 по 11 классы. Учащиеся 10 класса Тувинского кадетского корпуса сегодня узнали, какие бывают профессии, связанные с видеомонтажом. Сегодня я узнал о многих видеотехнологиях, как создаются видео, и еще она состоит очень востребованная профессия. Но я хотел бы туда поступить в дальнейшем. На прошлом уроке писали коды, учили нас, как писать. Но в целом не трудно, если разобраться. Если вы чувствуете в себе цифровой потенциал, можно пройти пробный урок. Нужно заполнить анкету на сайте урокцифры.рф, после чего будет предложено пройти тест в игровой форме. Всего за один учебный год в образовательных учреждениях проводится 5 уроков цифры. К примеру, в сентябре текущего года пройдена тема «Искусственный интеллект в стартапах», партнерами которого были Сбербанк и Академия искусственного интеллекта для школьников. Айдана Хулы, Шалбан Мангуш, Белекор, Тува 24. В связи с понижением температуры воздуха в зимний период Министерство образования региона издает приказ о посещении учебных заведений в морозы. Что нужно знать родителям, расскажет наш корреспондент. В Туву пришли ранние морозы, еще даже не наступила календарная зима. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 43 градусов. Как правило, в это время встает вопрос, при какой температуре воздуха ребенок может на законных основаниях не посещать учебное заведение. Если минус 40, не посещают школы с 1 по 4 классы. Если минус 42, то не посещают с 1 по 9 классы. И при температуре до минус 43 и ниже с 1 по 11 класс. Министр образования республики Ирина Пичуол убедительно просит родителей контролировать своих детей в плане посещения школы. И если есть возможность, встречать и провожать младшеклассников. Следить, чтобы дети-школьники были в поле действия сотовых телефонов. И одевать теплее. Сибирские морозы шутить не любят. Прошу всех очень внимательно следить за метеосводками и принимать меры по недопущению нахождения детей на улице без присмотра взрослых. Соответствующие приказы разосланы в образовательные организации, а также руководителям учреждений рекомендовано в период сильных морозов усилить контроль за работой систем теплоснабжения. Алтын Айсая, Буян Оюн, Айдана Синденма, Тува 24.
Глава Тувы Владислав Хавалык провел рабочую встречу с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым, который прибыл в республику поздравить коллег с 80-летием образования Тувинского союза. Напомним, первые писатели республики начали издавать свои произведения в газетах, журналах, сборниках и в отдельных книгах еще в 1930 году. В ходе встречи обсудили ключевые моменты взаимодействия в целях развития литературного сообщества в Туве, включая вопросы привлечения молодежи, повышения качества художественного перевода. Мы вас переведем, а вы переведите русского интересного писателя современного на тувинский язык. И тогда ваши дети будут читать современную русскую литературу на тувинском языке. А ваши обычаи мы изучим, как говорится, на русском. Так будет с двусторонним движением. И тогда будут находить друг друга переводчики, и это будет на самом деле двусторонним движением. Поэтому я очень хочу, чтобы руководитель Совета молодых литераторов приехал как раз именно на семинар художественного перевода, чтобы послушал, посмотрел. На этом у меня все. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующем эфире.